Рахмат. Уважаемые коллеги, на протяжении 25 лет, днем и ночью, богатство народа, государства бесконтрольно вывозилось иностранными компаниями, хотя в соглашениях с этими компаниями была четко обозначена обязанность строить ЗИФы. И этот законопроект, основная, конечно, мотивация при голосовании должно быть: мы должны болеть за свой народ, за государство. Но мы же не африканское государство, которое позволит вывозить свое богатство за побрякушку, за цветные бусы. Мы должны болеть за свой народ. И на самом деле, когда этот законопроект обсуждался, я хочу поблагодарить 3 комитета: комитет по бюджету, по недропользованию, комитет по экономической и фискальной политике. Они поддержали. И там были предложения сделать каскадное обложение, то есть начать с 3% и 5% и так далее. Но вы знаете, если мы начнем с 3%, 5%, это не мотивирует на строительство ЗИФов. Основное у нас в Кыргызстане все знают, что вопросы безработицы. Ну пусть наши люди вернутся из трудовой миграции, и пусть они здесь работают, на своей земле. Возможности есть. Если мы поставим каскадное, через год не останется, что вывозить. Ведь золото – это невосполняемый источник. Вывезли, все, ничего не осталось. Это не картошка, сегодня продал, завтра на следующий год опять посадил, и можно каждый год продавать. Надо учесть это. Цена на золото растет. И я хочу поблагодарить еще и правительство, комитет по недропользованию, которые проявили политическую волю. На протяжении 7 лет мы не могли допроситься этого законопроекта. Спасибо вам. Эмиль Мырза, вы войдете в историю, правительство войдет в историю, потому что вы принесли законопроект, который требовал политической воли. Ваши предшественники, Залялиев, у него дома по $1 миллион лежало. Откуда? Это вот горнорудные компании приносили. Рахмат.